В год, когда началась Великая Отечественная война, Зила Гайрабеков был совсем юным. Отцы уходили на фронт, а в тылу оставались их жены и дети. В те нелегкие годы Зила работал наравне со старшими, чтобы поддержать армию продовольствием и предметами первой необходимости. Он успел окончить лишь 5 классов. Уже на рабочем месте у станка осваивал новую специальность столяра. Работал с деревом, мастерил предметы домашнего обихода. Все для фронта, все для победы. Лозунг военного времени требовал максимальных усилий. В потрепанной трудовой нет ни одной пустой строчки. 70-ті годы аялуер, сотя сооза аялуер, уж ешь военкомату елю. Орша татаруш. А в отпусках и сверхурочных тогда и не думали, рассказывает труженик тыла. Вставать приходилось чуть свет, помогали старшим справиться с объемом работ. Внуки часто просят Зилу Гайрабекова рассказать о молодости. 12-летний Умар Гайрабеков каждый раз удивляется, как дедушка, будучи его сверстником, в годы войны справлялся с таким тяжелым трудом. В последние годы здоровье все сильнее подводит дедушку. Слышит теперь только через слуховой аппарат и все чаще болят ноги. Зила рассказывает, еще пару лет назад каждую пятницу он ходил в мечеть. Теперь с призывом муэдзина встает на намаз дома. Елизавета Чепханова, Хаважа Мунаев, Луиза Юнусова. Новости.